В селе Раевский будет построена крытая хоккейная площадка. А в конце марта этого года в райцентре состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. По крайней мере, такое обещание Радио Хабирову дали представители генподрядной организации. Сегодня глава республики совершил рабочую поездку по Альшеевскому району. Все подробности у Руслана Батыргареева. Берем 7 грамм муки и 25 миллилитров воды. Заливаем. Ровно столько нужно для определения числа падения ржи. По этому параметру станет ясно, какого класса зерно и куда оно пойдет – на фураж или производство хлеба. Этот современный прибор – лишь малая часть мастерской по компетенции агрономия. Новые учебные лаборатории были оснащены на средства гранта, полученного за победу в международном конкурсе WorldSkills. У нас по компетенции агрономия оборудовано 4 кабинета. Это благодаря проекту создания мастерских, то есть 5000 мастерских. Поэтому у нас студенты сейчас имеют возможность, то есть уже на практике применить свои знания. Агрономия, сельскохозяйственные биотехнологии, сетифермерство, эксплуатация сельхозмашин и ветеринария. Всего 5 направлений. На оснащение мастерских привлекли порядка 48 миллионов рублей. Радио Хабирову рассказывают о созданных для студентов Аксеновского агропромышленного колледжа условиях. А они теперь, отмечают преподаватели, соответствуют мировому уровню. Это все новые приборы, которые закупили вот буквально недавно. Можем определить, восстановленное молоко или нет. Воду показывает, добавление воды или нет. На все параметры исследует. В селе Шафраново глава республики возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С 1942 по 1945 годы здесь располагался эвакуационный госпиталь для лечения раненых солдат. Тех, кого не удалось спасти, похоронили в братской могиле. На Альшеевской земле покоятся 369 воинов со всего Советского Союза. Стоимость 165. 105, да? 165. 165. Полностью, да. Но хороший же проект. Да, хороший. В райцентре близится к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Сроки сдачи сооружения немного затянулись из-за смены субподрядчика, но строители обещают, что к концу марта ФОК распахнет свои двери. Спортзал у нас остался линолеум, 1200 квадратов. Вот, у нас сегодня уже весь материал завезен. Вот, и спортивное снаряжение тоже завезены. Ну, к 28 февраля уже бассейн завершим. Полностью уже чаша бассейна с плиткой будет. И испытание проведенное будет уже. Физкультурно-оздоровительный комплекс станет дополнительным спортивным объектом в селе Раевске. Ведь здесь уже функционирует дворец спорта «Илосын». В местной ДЮСШ занимается более 1500 детей. Бокс, тяжелая атлетика, аэробика и еще 16 видов. О том, как обстоят дела с подготовкой спортсменов, Ради Хабиров пообщался с тренерами. Успехи есть какие-то? Да, хорошие успехи. По кикбоксингу у нас 6 России победителей. Во дворце спорта базируется и хоккейный клуб «Дим». Самым популярным видом спорта в республике здесь занимается 120 детей. Но есть одна проблема. Все ледовые площадки открыты, а значит, с наступлением теплых дней тренировки прекращаются. За это время юные спортсмены теряют форму. Общаясь 1 на 1 с руководителем района в формате «Час главы», Ради Хабиров обсудил возможность строительства в Раевском крытой хоккейной площадки. План у нас примерно такой, что проектирование, вот посвятим проектированию этот год, если новое, а строить на следующий, то есть в рейд на 21 год. Пообещал Ради Хабиров помочь и в решении вопроса с 2 аварийными ФАПами в селах Казанка и Таштюбе. А в Слаковской врачебной амбулатории должны сделать капитальный ремонт. Район большой, сильный и крепкий, отметил Ради Хабиров во время обсуждения социально-экономического развития муниципалитета с главой местной администрации. Однако расслабляться не стоит. Необходимо продолжить работу по укреплению инфраструктуры территорий. Немаловажным остается и вопрос привлечения инвестиций. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Виктор Миренков и Александр Демидов. Новости. Альшеевский район.